Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Глава района Сергей Дегтяренко провел личные приемы в поселках Малая Пера и Райоль. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Народный бюджет. Очередные встречи по обсуждению народных инициатив прошли в городском доме культуры «Горизонт». Великая Победа. В республике продолжается подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Звуки Пармы. В детской школе искусств Сосногорска впервые прошел фестиваль с национальным колоритом. На минувшей неделе глава района провел личные приемы в поселках Ирайоль и Малая Пера. За время визита жители озвучили 2 десятка вопросов, как личных, так и затрагивающих проблемы того или иного поселка. Где-то течет крыша, а где-то и вовсе требуется ремонт колодца. Поднимался и вопрос об общедомовых счетчиках электроэнергии. А именно, зачем их ставят? Не придется ли добросовестным потребителям оплачивать долги неплательщиков? 2 прописано, но не живут. 1 не прописана, но приезжает. В итоге я буду платить за них. Выходит так? Кстати, этот вопрос задавали многие. Сергей Дегтяренко уверил, что платить за соседей не придется. А еще пообещал связаться с энергетиками, чтобы те провели разъяснительную работу. Водоснабжение, теплоснабжение, состояние дорог и колодцев, регистрация и так называемые мертвые души. Тем для обсуждения с главой района оказалось много. Практически те же вопросы звучали и на встрече в Райоле. Впрочем, был и один общий вопрос. 23 километра дороги от Малой Перы в сторону Сосногорска. Когда они будут отремонтированы? Глава заверил, что этот вопрос стоит на контроле правительства. Ремонт расписан на ближайшие 3 года. Подводя итоги личных встреч, глава района отметил, что по всем обращениям будет проведена работа профильными службами. Сосногорцы все активнее включаются в процесс обсуждения народных проектов. Как показывают встречи, которые проводятся в разных частях города, жители вносят большое количество предложений по благоустройству городского пространства. Ни одно из них не остается без внимания. Что предлагают обустроить жители Сосновки, смотрите в нашем материале. В начале встречи глава района Сергей Дегтяренко по традиции познакомил собравшихся с теми мероприятиями по благоустройству, которые уже запланированы на это лето. Так, на ремонт дорог будет потрачено 8,5 миллионов, а на тротуарную сеть – 1 миллион рублей. Продолжается работа и по освещению пешеходных переходов. Их планируется сделать в этом году 3. Есть планы и по развитию общественных территорий. В сквере участников локальных конфликтов отремонтируют освещение. Туда же переместят БТР, который сейчас стоит возле нового бассейна. Завершатся работы по благоустройству сквера Победы. Пьедесталы досок памяти будут облицованы гранитом. Есть в планах и памятник покорителям космоса возле стелы «Живу, люблю, горжусь» и памятник Гагарину около управления образования. Благоустроить сквер возле управления образования предложили и жители. Маленькие дети, они могли бы вот в этом скверике, там асфальтовые дорожки, там можно и на маленьких велосипедах ездить, и ходить с родителями. Что нужно? Эти дорожки привести в порядок, заасфальтировать их по новой, потому что они давно уже многие в плохом состоянии. И ограду по периметру. И все, и в принципе тогда никакой маленький ребенок на проезжую часть уже не выскочит. Андрей Зверев обозначил и еще одну проблему, которая есть вблизи Сосновской школы номер 1 – частичное наличие пешеходного тротуара. Часть тротуара сделана. То есть вот до автобусной остановки по улице Орджоникидзе напротив первой школы тротуар сделан. Все, дальше пусто. Люди вынуждены сегодня, которые, допустим, везут детей в 8-й детский сад напротив 8-го садика, рядом там с первой школой, они сегодня вынуждены заезжать на территорию первой школы, проезжать по ней. Тема тротуаров звучала на встрече с жителями Сосновки не единожды. Кто-то предлагал отремонтировать уже имеющиеся, например, по улице Ленина, а кто-то хочет построить новые там, где их не было никогда. Затронули жители и тему пешеходных переходов, ставящих людей в прямом смысле слова в тупик, как, например, переход с улицы Спортивной через Лесную. Вот он ведет в никуда, я его так называю, потому что он опять же идет не на тротуар, он ведет либо в грязь и душу, либо на проезжую часть. Прозвучало несколько предложений и по обустройству в промышленной части города парковок для автомобилей. Все предложения были внесены в протокол встречи и приняты для дальнейшего рассмотрения. Елена Двожак, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
Жители Сосногорска могут принять участие в тотальном диктанте. Ежегодная образовательная акция состоится 13 апреля в 14 часов в школе номер 3. В этом году тотальный диктант охватит 19 часовых поясов на всех 6 континентах планеты. По оценкам организаторов, в этом году его участниками станут более 250 тысяч человек. Текст написан российским писателем, литературоведом и критиком Павлом Басинским. Автор связал несколько отрывков общей идеи и оформил их в виде небольших детективных расследований. Для участия в диктанте необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции, либо непосредственно на площадке в день проведения тотального диктанта. Буквально через месяц наша страна будет отмечать 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к этой значимой дате в нашей республике идет полным ходом. Не так давно в правительстве Коми прошло заседание Организационного комитета «Победа». Все подробности в нашем материале. В последнюю декаду марта глава Республики Коми Сергей Гапликов дал старт ежегодному марафону «Мы – наследники Великой Победы». В его рамках оказывается адресная материальная помощь участникам Великой Отечественной. Мы с вами уже не один год проводим такую акцию, как «Мы – наследники Великой Победы». Формируем республиканский благотворительный фонд. Все, кто имеет возможность, направляют туда средства. И за счет этих средств мы действительно оказываем поддержку ветеранам, приобретаем необходимую бытовую технику, мебель, оказываем финансовую помощь, в том числе и реставрируем памятники и монументы. Помимо этой акции в регионе запланировано порядка 80 масштабных мероприятий. Республиканский план, утвержденный главой Коми, разбит на 4 основных блока. В план включены 78 мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, памятно-мемориальные мероприятия, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия. Средства на проведение данных мероприятий предусмотрены в республиканском бюджете, в муниципальных бюджетах привлечены внебюджетные источники. По словам министра, в этом году, равно как и в предыдущие, в каждом муниципалитете пройдут уже ставшие традиционными акции «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Вахта памяти» и самая массовая «Бессмертный полк». Подготовка к ним уже ведется. А как сообщает пресс-служба главы региона, в настоящее время также формируется делегация ветеранов со всей республики для участия в праздничных мероприятиях, которые пройдут в столице Коми 9 мая. Добавим, что в рамках заседания Организационного комитета о ходе подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы доложили все руководители министерств и ведомств. Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Детская школа искусств поселка Нижний Одес стала одним из победителей конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Свою работу педагоги озаглавили «Детям о Республике Коми» и представили в номинации «Духовность и культура». Цель проекта – расширение знаний и представлений воспитанников школы о Республике Коми, ее достопримечательностях, животном и растительном мире. Педагоги планируют приобщить юных жителей Нижнего Одеса к культуре своего края через активное творчество и воспитать у них чувство гордости за свою малую родину. Наша деятельность будет направлена на то, чтобы пропагандировать культуру Коми-края нашим детям. Мы будем проводить в рамках этого проекта выставки, мастер-классы, концерты, как в поселке, так и за его пределами. На минувшей неделе юные жители Нижнего Одеса стали гостями Сосногорской детской школы искусств. Ребята приняли участие в фестивале «Звуки Пармы», представив юным горожанам вокальные и инструментальные композиции. Фестиваль «Звуки Пармы» в Сосногорской детской школе искусств проводился впервые. Коллектив образовательного учреждения планирует сделать его ежегодным. Этот фестиваль у нас зрел давно. С 2012 года в школе проходили концерты коми-музыки, коми-народной музыки, композиторы коми-детям. Это было муниципальное мероприятие, очень узенькое для наших детей. В этом году мы решили расширить рамки этого проекта, пригласили коллег с Нижнего Одеса. Они с удовольствием откликнулись и привезли очень много номеров музыкальных. Как отмечают в Нижнеодесской детской школе искусств, выигранный грант позволил приобрести для образовательного учреждения новое мультимедийное оборудование, которое уже используется в образовательном процессе.
Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 5 апреля в стенах Сосногорского дома детского творчества свои двери для учащихся школ города открыл муниципальный фестиваль творческой молодежи «Новое время». Традиционное мероприятие уже в 9-й раз привлекло немалое количество ребят. На фестивале побывала и наша съемочная группа. От основ компьютерной анимации до искусства визажа. Здесь любой желающий школьник смог научиться всему. Фестиваль «Новое время» из года в год становится популярнее среди учащихся 8-9 классов образовательных учреждений нашего города. Вот и в этот раз принять участие в столь полезном и ярком мероприятии изъявили желание более 150 ребят. Встречаясь на наших мероприятиях, ребята все-таки общаются, знакомятся с друг другом. Но основная цель для того, чтобы дети получили информацию о каких-то других увлечениях, направлениях в музыке, в искусстве, в декоративном творчестве. Всего 7 мастер-классов. Пожалуй, самый необычный из них – путешествие в прошлое. Здесь ребята погрузились в эпоху 19 века. Так, например, девушки обучались языку веера. Ведь в те времена это был незаменимый атрибут для дамы. Хотелось бы еще на этом мастер-классе познакомить ребят с этикетом 19 века, с современным, и найти точки соприкосновения. И они их обязательно найдут и поймут, что никуда этикет не делся. Ну и, конечно же, немножечко потанцуем, повальсируем. В общем, попробуем погрузиться, пусть даже на самое короткое время, на 30 минут, вот в эпоху 19 века, с минимальным перевоплощением. Мастер-класс, который привлек большее количество девушек, «Основы косметологии». Вместе с профессионалом своего дела Екатериной Андреевой ребята учились правильно ухаживать за своей кожей. Ведь каждая девочка в любом возрасте стремится выглядеть красиво и свежо. А полезные советы косметолога помогут делать это правильно. Как мы сначала умываемся? Берем или пенку, или лосьон, или гель у вас, что у вас куплено мамами. Наносим на ладошку. Возьми, убери. Наносим на ладошку. Немножко согреваем ее. Немножко пальчиками. Наносим на лицо. Можешь наносить на лицо круговыми движениями. Нет, смотри. Это основные правила. Что касается спорта, то здесь тренер Алексей Форов провел для ребят урок основ тэквондо. Этот вид единоборств очень популярен у нас в городе, поэтому и мальчики, и девочки приобщились к спортивной разминке с радостью. Ручку сейчас высунем, протягиваем ручку и делаем такие кружки просто. Да, то есть от себя к себе, сюда и туда. И пошли быстро. Не обошлось и без рукоделия. Мыловарение и брошь из фоамирана здесь вместе с преподавателями Марией Кузнецовой и Анастасией Богатыревой ребята смастерили немало поделок на память. Также на станции «Рок-тандем» школьники смогли оказаться в настоящей рок-группе и спеть с солистами песню на сцене. В завершении преподавателям мастер-классов вручили памятные дипломы и подарки, а ребят пригласили в творческие студии Сосногорска для развития навыков, полученных на фестивале. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Теперь о спорте. 2 представителя российской мини-футбольной суперлиги из Коми продолжают традицию выездных товарищеских матчей. Мини-футбольные клубы «Ухта» и «Новая генерация» впервые провели выставочный поединок в Усть-Коломе. Теперь республиканское дерби принимает Сосногорск. Встреча пройдет уже в эту субботу, 13 апреля, в универсальном спортивном комплексе «Метеор». В 2 часа дня начнется мастер-класс от профессиональных футболистов и тренерского состава клубов. А уже сама игра между командами Ухты и Сыктывкара стартует в 16 часов. Также в программе спортивного дня розыгрыши призов и подарков, награждение юношеских команд, финалистов и призеров Суперлиги, автограф-сессия и многое другое. Как сообщает МФК «Ухта», помимо юных спортсменов Сосногорска, участие в мероприятиях примут ребята из ближайших городов и районов, в том числе Троицко-Печорского, Ижемского района и Вуктыла. Добавлю, оба профессиональных клуба уже не раз отмечали, что им хотелось, чтобы большой мини-футбол заглянул в каждый уголок нашей республики. И еще о мини-футболе. В минувшие выходные прошли заключительные матчи группового этапа турнира по футболу, который стартовал в начале марта. В результате определились четвертьфиналисты соревнований. Ими стали команды «Союз», СГПЗ, «СТЭЦ» и «Локомотив». Полуфинальные поединки пройдут в субботу, 13 апреля. Матч за 3-е место и финал состоятся в воскресенье.
В завершении выпуска о погоде. В начале недели южный циклон принесет осадки. Наиболее интенсивными они будут в южных районах республики и преимущественно в виде снега. К середине недели с отходом циклона за Урал в республике похолодает. Температура понизится ночью до -8 градусов, днем около нуля. По расчетам синоптиков, влияние арктического воздуха удержится на основной территории республики до конца недели. Лишь в южных районах оно будет кратковременным. В конце недели воздух начнет прогреваться до +6-8 градусов. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.